Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Аллела Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Многообразие ассортимента. Ванди Базар служит инкубатором для инновационных идей и культурных инициатив, помогая действующим предприятиям достигать новых высот. Ванди Базар вновь открылся в столице республики. О представленных брендах смотрите в нашем выпуске. Инвестиционный проект. Внутренний туризм сейчас растет и развивается. Сейчас очень вырос непосредственно спрос именно на загородный отдых. В Веденском районе заработала база отдыха «Горный берег». Чем привлекает туриста высокогорье, расскажет наш корреспондент. Битва умов. Для нас очень важно, чтобы в регионе проводились подобного рода мероприятия, чтобы наши обучающиеся активно принимали в них участие. В Грозном подвели итоги региональной олимпиады по математике. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил русба намаз в мечети имени дяди посланника Творца Хамзата. В благословенную пятницу в своей проповеди имам Аслан Абдуллаев рассказал о дуа, которым пророк Мухаммад, да благословит ее Аллах и приветствует, обрадовал мать правоверных Айшу и свою умму. Любимец Создателя каждый раз в своих молитвах просил Всевышнего о милости и прощении грехов для всей уммы. Это большое благо для всех верующих. После хутбы собравшиеся совершили коллективную молитву под руководством Магомеда Хитанаева. دال شيء عد القرآن شو مؤمننا خنا دين دول دكتور تشا دال بوه لقد من الله على المؤمنين بقول دال مؤمننا خن دكتورهم بوه إذا لا مؤمننا خن دين دول دكتورهم ألشة صار الله يلشة عليه الصلاة والسلام محمد بيمر وأيتر دال يلشنا بوه عليه الصلاة والسلام شا دال وأيتن والبيمر شو إيرا أقول تحر بيمر ورشون شيء أمة دال دأيتن دول أمة شو إيرا تحر أمة در أما آخر تاع شاء أجر كورتي بيمر خروشا شيء أمة بارش خردو الله يلشنا عليه الصلاة والسلام دالة دق ديك دي نوي محمد أمة خلر إذا دق ديك دو يق سيلا لي خوشون سوچنا إذا دق عذب دو دالة خي شارخ دويلوي دال يلشنا عليه الصلاة والسلام شي داخل يح دق دال يلشن أصحابشنا دعنش دين متجو يملخ يلمتج حلاشه وزن دل اسمه سخر واترتي اولي خيت مؤمن استجن مثلا حلاشه صندين عدل يرجع عليه الصلاه والسلام بيش عول شه نعري استجو نعري استجو اشملوا الخيتر عمر والعمر شو ويت يلسمن اسقى باقي البوخ دل يرشن عليه الصلاه والسلام حسن حسين وعخاين دل يرشن عليه الصلاه والسلام يرش جيش جيمشي قوناشين دوق يا الله وزن دل حونه دوق يزل المتك شو علم ديخنيو المتجيو يلسمني يخمتجيو اسمصو متي حولد وول ويلش بعرجر خدول شو المتك شوش بعرجر اونخ شو خدولش متجيو هون الشه اخر تعبيرش خلول محمد عليه الصلاه والسلام اس محمدو اخر تعشبرش خلول اس محمدو دال دو خويزول محمدو ويحن قونه خلشه تودين دول دعاء خلشه ملو ولستغو ستو سردولش ملو المؤمنستغي بعرجر خدو قردولش دعاء دو ايه دير يلشنو دنيا نعشادين ولش دير نول دعا نشلو الشيء أمة أما آخر تأخير بالبوغ دير يلشنو ألا دال ملوى ايتن والبيغمرنا دعا نجوابلوش متك يلير ملوى ايتن والبيغمرو دعا نجوابلوش المتك دنيا نشو علي الله ير ألا شاوو شو ألا دير يلشنو شا دال شين يلو ألا دعا نجوابلوش المتك آخر تندعتر آخر تحت دال شين يلو المتك شيء أمة يخردو شا دال شيء أمة حلقة دو قردو البخاري حديث حديثنا وزي سيلاولش دال يلشن عليه الصلاة والسلام يويزر قاش دولوي وزي سيلاولش دال تون شفاعتي قاش دولوي وزي سيلاولش دال ويبتشحن دال ديكن سبيقن بويل سيلا دول دال يلشن عليه الصلاة والسلام سيرخ دول ماجدك أخوي محكع دوغرنا دال يلش ويزر حجرش أو محكع يوغرنا
Del ilç vizar şiyet haliyelderine, şiyet yüzülüs haliyelderine özü siyalavulç del. Dikins biyakın boyl, özü siyalavulç del, ahmel din doldu anı, joployla. В парламенте региона состоялось 69-е заседание. В соответствии с повесткой дня в первую очередь был рассмотрен вопрос о даче согласия главе Чеченской Республики в назначении Мусы Дадаева на должность вице-премьера правительства региона. Его кандидатуру представили Исатум Хаджиев, первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог субъекта и вице-премьер правительства по силовому блоку Абузаид Висмурадов. Выбор был поддержан единогласно. В ходе заседания члены законодательного органа заслушали отчет деятельности Счетной палаты Республики за 2023 год. Руководитель ведомства Ясин Закриев рассказал, что за отчетный период проведено 25 контрольных мероприятий. По их результатам выявлено 51 нарушение. В адрес участников бюджетного процесса было направлено 9 представлений, которые исполнены до конца отчетного года. Спикер парламента поблагодарил докладчика за хорошие результаты и поздравил Мусу Дадаева со вступлением в новую должность. موسى ومسانا ويش ويش وديان هرخلز ويشين وس بالقل مداقر نبروليني آيات أوجر حلق دحل نبروليني قاعيجر إذا أوجر خلش خينا دالدي الويل دالغاز وتقبل دول ودحل البتش سنية يا وميكدين رمزان عجين واللي دعوتن هراه كن وشاد يانا تيش ميشق ولا شاشن جيل نبروليني ملك أول خلشي ديانا تودي قاعيكش ريزولتات يش قيمش بوش ديانا حاوينا تولدي عديوانا ويوجي ريسبوبليك متوتوش تايش رايون غلوا خليل ازديان من سبورتي خليل ادمنستراتي خليل باش خليات ديان ميت جاور ديوانا شاولش متي ديوانا ديكت ايوقش ديكنا وستو شاوش ديوانا حبينو اذا تويشل دوي ايشت وات حالتغنا وغوش قيتا مهكداس ديوانا شين فيتس بريمير ويزر قال تاعنا بروليني حايل هوكونغ اسنا بروليني ديوانا حيبوا بين ساعش يشكري الوقت عبير بو أحد بيلقى وقر واتر ديريزة عيسى أبو زيد حبيبين وشوشنا خليل موسى حدالتي عبيرت كيويل دالقي مشكا حصون وقيل. На центральной площади Грозного состоялся международный фестиваль «Ванди Базар». В течение 3 дней предприниматели будут выставлять свою продукцию. Всего было представлено около 60 брендов из разных стран мира, а также регионов России. Посетители смогли познакомиться с начинающими бизнесменами и сделать покупки. На мероприятии побывал и мой коллега Рамзан Абуев. Ему слово. Экологичное и безопасное средство для мытья посуды и кухонных поверхностей представляет киргизский бренд «Сыпат». Его уникальность заключается в эффективном удалении жировых загрязнений и пищевого налета даже в холодной воде. إذا ناتورальные экопродукты 100%. شيء أطوار разные أطوار اشتياقنا. Общественный благотворительный фонд «Аль-Умма» из Киргизии презентовал свою коллекцию с благородной миссией. Более 30% дохода от каждой продажи будет направлен на благотворительность для жителей сектора Газы. Идея дизайна и пошива одежды принадлежит самой организации. Здесь, в Чечне, мы участвуем от нашего бренда «Умма Стор» с коллекцией одежды, которая посвящена теме солидарности с палестинским народом. И мы представляем здесь разные аксессуары, также одежда мужская, женская, платки. Все, что напоминает именно о наших священных местах, а также является культурным кодом палестинского народа. Центральная площадь Грозного стала местом проведения грандиозного мультикультурного события – международного фестиваля «Ванди Базар». В мероприятии при поддержке Министерства туризма принимают участие представители 5 стран и 20 городов России. Могу сказать, что вы являетесь участниками исторического явления. «Ванди Базар» никогда не был столь масштабным и столь, действительно занимал самую центральную точку в нашем городе. Это центральная площадь. И более того, могу сказать, что это, наверное, единственный фестиваль, который будет длиться 3 дня. То есть мы еще с вами и завтра, и послезавтра.
Плюс ко всему, график работы фестиваля такой, что он будет сегодня длиться до 12 ночи. Скорее всего, такая же ситуация будет и завтра, и послезавтра. Поэтому у наших гостей нашего города, многочисленных, которые приезжают сюда по выходным, тоже будет уникальная возможность познакомиться с всеми теми креативными и молодыми проектами, которые вы сегодня увидите. И плюс ко всему погрузиться и в гастрономические изыски Северного Кавказа, современные тренды гастрономические, познакомиться с брендами, с аксессуарами, с сувениркой, которая сейчас идет очень активно, развивается на всем Северном Кавказе, в Чеченской Республике в частности. И я считаю, что эта площадка очень яркая и своевременная. Площадка разделена на несколько тематических направлений. В зоне дизайн-маркета представлена продукция около 60 брендов. Бакалейные радуют посетителей разнообразными деликатесами. На фудкорте оригинальные блюда на любой вкус. Сохранить приятные воспоминания о фестивале помогут тематические фотоинсталляции, которые стали прекрасным фоном для оригинальных снимков. Вот эти украшения, это все, что мы любим, поэтому мне много всего понравилось. Даже я больше скажу, нет того, что мне не понравилось. Дала, такой что орана пойдян холш, махкана пойдян холш, да именно эхту больш. И все да хархулил. Я на этот раз впервые сегодня на таком мероприятии. Я наслышана была про Венди Базар, но только побывав здесь, понимаешь ценность всей организации. Хочу поблагодарить именно организаторов этого мероприятия, потому что здесь я, например, нашла для себя много чего интересного и приобрела, в том числе познакомилась со многими брендами, о существовании которых я даже не знала. И также воочию познакомилась с такими брендами, о которых была наслышана. Молодой предприниматель Турпал Цакаев презентовал два своих бренда «Шейке Финанс», который предлагает инвестиционные возможности в соответствии с принципами шариата, и уникальный магазин часов Zama Watch. Это исламские часы, в основном они дают сигнал во время намаза, указывают направление Каабы. Часы Zama Watch у нас работает с 2019 года. И в данный момент у нас есть представители, там, как Азербайджан, Турции, Казахстане. И собираемся дальше тоже развиваться. У нас сейчас в данный момент там есть где-то 10 моделей часов. Татарский бренд Резеда Адор представил молекулярную косметику нового поколения для профессионального ухода и омоложения кожи, созданную в лаборатории ведущими технологами-фармакологами. Также в шатре представлены премиальные жакеты другого татарского бренда «Нити». Мы хотим нашу республиканскую деятельность вывести за пределы, познакомить именно Чечню, да, и близлежащие регионы. Насколько я знаю, в рамках фестиваля сюда приехало очень много стран, очень много регионов, с которыми мы также можем взаимодействовать и, собственно, познакомить их с нашей продукцией из республики. Чем она отличается? Конечно, тем, что в республике очень высокие требования к качеству, во-первых. Во-вторых, конечно же, к тому, чтобы это соответствовало требованиям халяль. Если это косметика, если это еда, у нас... Весело окунуться в атмосферу фестиваля и не переживать за безопасность и досуг детей родителям позволит предусмотренная для любознательных непосед занимательная площадка с аниматорами и активными развлечениями. Ванди Базар служит инкубатором для инновационных идей и культурных инициатив, помогая действующим предприятиям достигать новых высот. Общим знаменателем для участников является создание продуктов и услуг, отвечающих потребностям мусульманского сообщества. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Стали известны победители и призеры региональной олимпиады по математике. Она проходила среди обучающихся 5 и 7 классов на протяжении 3 дней. Продолжит Турпал Али Тайсумов. Эти ребята молоды, но очень хорошо усвоили точную науку. Сегодня ученики 5-7 классов различных школ субъекта участвуют на церемонии награждения. В течение 3 дней они соревновались на Олимпиаде по математике имени Ахмеда Цебиева, известного чеченского ученого, физика. Поздравить успешно прошедших весь путь мозгового штурма пришли почетные гости. В своем приветствии заместитель министра образования и науки субъекта Ахмед Усманов рассказал, что данный предмет – это фундамент всех необходимых знаний. На самом деле для нас очень важно, чтобы в регионе проводились подобного рода мероприятия, чтобы наши обучающиеся активно принимали в них участие, завоевывали призовые первые места, и, соответственно, получали тот багаж знаний, умений, навыков для участия в новых
для себя олимпиадах, конкурсах, других интеллектуальных, спортивных мероприятиях. В ходе вручения памятных дипломов и ценных призов были награждены 8 победителей и 19 призеров Олимпиады. Одной из тех, кому покорился математический Олимп, стала ученица Гудермесской гимназии номер 3 Замира Хасаева. По ее словам, математику она любит, несмотря на сложность заданий, с которыми приходится сталкиваться. Задания были логическими, мне показались они нелегкими. Ну, 2-3 задания были сложными, остальные нормальными. Что среди 8 победителей была я, было очень радостно узнать такую вещь. Все эти ребята проявили большую эрудицию, поэтому и оказались в числе лучших. Для тех, кто не прошел, ничего не потеряно. Подобные соревнования организуются регулярно по разным дисциплинам. Главная цель – проверка и развитие знаний обучающихся. В основе любой олимпиады лежит соперничество между умами. Как итог, они рождают идеи, воплощаемые в полезную реальность в самых широких областях наук. Турпа, Лолита Исумов, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Ахмед Дудаев провел совещание с сотрудниками министерства и руководством СМИ региона. Министр печати, внешних связей и информации обсудил с коллегами проведение предстоящих масштабных мероприятий, запланированных в нашей республике на предстоящее лето. Дал соответствующее распоряжение о том, что все службы должны быть готовы к приезду большого количества гостей, в том числе и из других стран. Все правительство, руководство, республика, все готовятся к форуму. Кавказский инвестиционный форум уже. Это мероприятие с 22 по 27 июля. С 22 по 27 июля. У нас планируется супермасштабное мероприятие. Значит, около 4000 гостей в республике. Около 4000. В республике Амельел, отель, гостиниц. Прям во всех городах, районах, включая горные районы даже. Шайк, начиная с июля, освобождается для гостей. Из более 30 стран мира будут гости, кроме всей России. Кроме того, параллельно с Кавказским инвестиционным форумом в эти дни параллельно будет проходить молодежный форум. Тоже около 1000 гостей. Значит, гости включают председатель правительства России Мишустин, члены правительства, министры федеральной, руководство регионов, по крайней мере, северокавказских регионов, руководители, ВИП-гости, почетные гости из ближневосточных стран. Будут определены маршруты для этих гостей, кроме официальных каких-то форматов. Пригласим коллег из других регионов, чтобы военнода съемки. Если это будет параллельно проходить, где-то молодежный форум, опять же, на разных территориях, разные активности. Помимо этого, Ахмед Дудаев провел награждение сотрудников служб радиовещательных каналов республики, приуроченное ко Дню чеченского языка, который отмечался в нашем регионе в минувшем году. Медали вручили за вклад в развитие и популяризацию чеченского языка за 12-летний труд на этом поприще. Награды передали сотрудникам ведущих каналов региона, в том числе награждена и радиоведущая ГТРК «Войнах» Малика Махмаева. بعد خندلت شيء زرت قيقو أوخشو ومخ داس رسي تربل خوشو كديرو رمزان حشس نوخشي متشدو أدقيقور إسهورة نوخشي چون دوق صوغت در هند ألچا نوخشي موت إذا دال وين دل نعمت دو أسخاستن بو الله سبوسل بقلش نوخشي موت بولش حق خسقوالرنا دقر بركل آلا ومخدين رمزان حجين نوخشي موت قيوريا إباجوريا Судейр ахпахигря, муссу хейлш лыккач тейрнях квалларн. Предпочитающие провести время в уединении от городской суеты могут выбрать базу отдыха «Горный берег». Это инвестиционный проект, финансирование на него получили в 2023 году в размере 10 миллионов и создали 7 модульных домов со всеми условиями для полноценного досуга в горах. О комплексе узнавала Наталья Депутатова.
Наш регион в последние годы пользуется особой популярностью у туристов. Сюда приезжают люди со всего мира. Чтобы создать дополнительные комфортабельные отели, базы отдыха и другие объекты дополнительного досуга, Министерство Чеченской Республики по туризму, региональные туристические компании и частные предприниматели участвуют в различных конкурсах и инвестпроектах. В Чеченской Республике реализуется огромное количество инвестиционных проектов в сфере туризма. В прошлом году была оказана господдержка 13 инвестиционным проектам. Это модульные гостиницы, глэмпинги, контейнерные дома. Некоторые из них уже реализованы и работают. Веденский район отличается красивой лесистой местностью. Построить подобный отель именно здесь было давней мечтой Беслана Долнаева. Благодаря поддержке Рамзана Кадырова и Министерства Чеченской Республики по туризму ее удалось осуществить и выиграть грант на строительство. Беслан вырос в горах и хотел, чтобы эту красоту увидели другие. Участие в инвестиционной программе и выигрыш помогли осуществить замыслы. Выделяются средства из государственного бюджета, которые покрывают до 50% расходов застройщиков, то есть тех, кто непосредственно осуществляет данные проекты. Основных условий участия в данном проекте, то есть является это наличие участка непосредственно, то есть он должен быть в собственности. Мы не первый год занимаемся именно гостиничной деятельностью, а ввиду того, что внутренний туризм сейчас растет и развивается, сейчас очень вырос непосредственно спрос именно на загородный отдых. И мы решили, что было бы неплохо также и помимо городских отелей заняться чем-то вот такого рода, то есть каким-то загородным отдыхом. Горный отель запустили в эксплуатацию совсем недавно, чуть более месяца назад. В модульных домиках есть все самое необходимое. На первом этаже небольшая гостиная, встроенные душевые, кухня со всеми удобствами, оборудованием, мебелью и посудой. Есть просторная деревянная сауна, кафе с национальной и европейской кухней. Общая территория базы отдыха 15 соток, 7 двухэтажных домиков в стиле шале. Благоустроенная прилегающая территория с клумбами, большой бассейн с подогревом. Купаться в нем можно круглый год в любую погоду. И мангалы прямо во дворе для тех, кто захочет пожарить мясо или овощи самостоятельно. Ну а для тех, кто любит дикую природу, горы, лес и реку, есть возможность спуститься по дороге вниз к воде, полюбоваться живописными пейзажами селения Ведено. У каждого, кто когда-нибудь посещал эти места, остается желание вернуться сюда вновь. Еще в 70-х годах здесь были все союзно известные туристические базы, сюда приезжали отдыхать с Советского Союза. Тут сейчас сам климат и речка очень полезна. Речка у нас здесь, и природа, у нас тут комаров не бывает. Главное, конечно, тут не так просто выбрано место. Тут, как видите, кругом весь горы, зеленые, видимость. Очень красивое место, есть где спокойно отдыхать. В теплое время года вечером можно отдохнуть как в самих уютных домиках, так и на улице. Окружающий ландшафт, лесистые горы, цветы, река, свежий воздух и потрясающая уютная атмосфера самого отеля никого не сможет оставить равнодушным. Наталья Депутатова, Мовцар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В кинотеатрах региона продолжается прокат фильма «100 лет тому вперед». Отечественная кинокартина снята по сценарию одноименной повести Кира Булычева. Это знакомая с детства история Алисы Селезневой и Коли Герасимова, которые живут в Москве, но с разницей в 100 лет. По замыслу авторов в мире будущего спокойно и экологично. Главным источником визуального вдохновения этой части картины создатели называют яркую культуру аниме. Не обошлось и без космических пиратов. Посетители кинотеатра «Киностар» в Грозном поделились яркими впечатлениями от фильма. Мне очень нравится жанр фантастика, и я очень был восхищен фильмом, потому что именно по моему вкусу этот фильм, и он очень захватывает. Мне понравилось. Прям эмоции, позитив и хорошее настроение. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных аккаунтах или в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.